Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о страшном убийстве в Казани. Обнаружено тело 63-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На теле жертвы эксперты обнаружили 57 ножевых ранений. Пришла на процесс с вещами. Считаю невозможным продолжить этот процесс, а поэтому прошу отложить. Суд над кассиром банка, подменивший на муляжи 220 миллионов рублей. И смертельная авария. Не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги. Свидетели утверждают, что водитель был пьян. Это и не только прямо сейчас. Тело мужчины обнаружили жители одного из домов на улице Сафиуллина, увидевшие тянущиеся из квартиры 63-летнего соседа кровавые следы. Позднее эксперты насчитали на нем 57 ножевых ранений. По подозрению в убийстве задержали давнего приятеля погибшего, 64-летнего Валерия Низамудинова, писателя и кандидата педагогических наук. Следствие полагает, что 28 июля они распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего, и после вспыхнувшей ссоры подозреваемый схватился за нож. Мужчина не скрывает, что видел окровавленное тело товарища, но свою причастность к его смерти полностью отрицает. Нафиса Минязова продолжит. Следы крови в подъезде обнаружили соседи. Они тянулись от самой квартиры и до улицы. Решив проверить, что происходит в помещении, они зашли туда и увидели там страшную картину. На полу со множественными ножевыми ранениями там лежал мужчина. Эксперты обнаружили на теле погибшего 57 ножевых ранений. По подозрению в убийстве был задержан Валерий Низамудинов, давний приятель потерпевшего. Они вместе учились на историческом факультете, дружили около 50 лет. По версии следствия, они распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего, поругались, и подозреваемый схватился за нож. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. Свою вину подозреваемый не признает. Он рассказал, что пришел к потерпевшему, они выпили, после чего мужчина лег спать. Проснувшись, увидел окровавленное тело, но звонить в полицию не стал, просто ушел. Его задержали у себя дома. Следователи также обнаружили запись камер наружного видеонаблюдения, на которой видно, как пенсионер покидает место происшествия. И полуобнаженный идет избавляться от окровавленной одежды. Сегодня в Приволжском районном суде ему избирали меру пресечения. Писателя и кандидата педагогических наук в наручниках в зал суда доставили в том же, в чем застали во время задержания в собственной квартире. Избрать в отношении Низамудинова Валерия Якфоровича 28 декабря 1955 года рождения. Меру причинения и заключения под стражу СУ СИЗО 2 УФСИН РКП сроком на 2 месяца с учетом времени задержания порядка статьи 91 ТК и срока предварительного расследования по 28 сентября 2019 года. Среди отягчающих обстоятельств было и то, что в отношении мужчины в данный момент уже расследуется уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Вину признала и раскаялась. Вахитовский районный суд сегодня должен был рассмотреть дело бывшего главного кассира одного из банков, обвиняемой в похищении более 220 миллионов рублей. Женщина призналась, что почти год меняла настоящие деньги на муляжи. При этом сама осталась ни с чем. Похищенные деньги исчезли вместе с ее руководителем. Он был в курсе происходящего. Сегодня подсудимая пришла на процесс с вещами, не думая, что снова вернется под подписку о невыезде. Но процесс отложили. Почему, знает Рамиль Шайдулин. В зал судебного заседания 46-летняя Наталья Степанова зашла с вещами. Домой возвращаться не собиралась. Знала, что приговор суда будет обвинительным, а на условное наказание не надеялась. Вину свою полностью признала и хотела, чтобы дело рассмотрели в особом порядке. Максимальный срок при этом сокращается на треть. Сдерживать слез подсудимая не могла. При виде камер старалась спрятать свое лицо. Судья был вынужден даже спросить, в состоянии ли она участвовать в процессе и не вызвать ли ей медиков. Однако она отказалась. Женщина призналась, что помогала управляющему казанским офисом одного из банков Олегу Поляху незаконно выносить из хранилища деньги. Они без малого год с декабря 2017 по сентябрь 2018 меняли банкноты на пачки муляжей. Путем внесения в кассу банка муляжей денежных средств под видом подлинных с последующей выдачей настоящей валюты различного достоинства с отражением отчетности банка о якобы имеющих место валютных операциях совершили хищение вверенных им денежных средств банка на общую сумму более 220 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Недостачу на сумму более 220 миллионов рублей заметили во время ревизии. Главный кассир написал явку с повинной. Олег Полях скрылся за день до проверки. Местонахождение данного гражданина не установлено, но следственные органы, естественно, над этим работают.
Если этот человек жив-здоров, думаю, рано или поздно он тоже предстанет перед судом. Не найденные и похищенные деньги женщина о предстоящем заседании узнала лишь по СМС и не получала письменного уведомления. Именно из-за нарушения процессуальных норм процесс решили отложить. Считаю невозможным продолжить успешный процесс, а поэтому прошу отложить. Заседание должно состояться 9 августа. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Пассажир погиб, водитель в больнице. Сегодня рано утром недалеко от Камских полян Лада Приора вылетела в кювет и перевернулась. Очевидцы утверждают, что мужчина, сидевший за рулем, был пьян. Он даже не помнил, сколько человек находилось у него в машине. Айрат Назипов выяснил подробности. Разбитые фары, смятое крыло, стекло вдребезги. Обломки автомобиля разбросаны по всей округе. Авария произошла в 3 часа утра. «Лада» ехала из Нижнекамска в сторону Чистополя. Автомобиль вылетел с дороги и кубарем покатился в кювет. Пассажир скончался на месте. Водитель получил многочисленные ушибы. Водитель автомобиля «Лада Приора», 1990 года рождения, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги. Не справился с управлением. Автовладелец сейчас в больнице, к нему никого не пускают. Очевидец произошедшего рассказывает, что сразу после случившегося водитель «Лады» не помнил, сколько человек было в его машине. Мужчина не захотел показывать свое лицо. Мы когда подъехали, там 3 мужчины еще были. Они все кричали, что водитель говорит, был с ними 3-й. Мы подходили к этому водителю, лично спрашивали, как зовут 3-го. Тот говорил, не знаю. В общем, как-то странно показалось. Походу, вообще 3-го как таковой не было человека. А водитель был пьяный. Был ли 29-летний водитель в состоянии опьянения, и если да, то какого, станет ясно, когда будет готов анализ его крови. Погибшему пассажиру «Лады» было 37 лет. Айрат Назипов, Алсу Арсланов, Евгений Лызаев. Вызов 112. Желание водителя Volkswagen Polo выехать с парковочного места привело к аварии с участием 4 машин. На проспекте Имашева владелец немецкой иномарки, не убедившись в безопасности маневра, выехал на проезжую часть задним ходом. Это застало врасплох водителя «Джили». Мужчина не успел среагировать и после столкновения протаранил другие припаркованные машины. Обо всем по порядку. Айгуль Батрудинова. 45, как полагается. Водитель «Джили» говорит, что ехал по дороге дублера проспекта Ямашева совсем не быстро. Несмотря на это, не смог избежать столкновения с Volkswagen Polo, очень неожиданно выехавшим на проезжую часть. Водитель выезжал за задним ходом с парковки и сбил меня. Я от удара отлетел в эту машину. После крайне неудачного маневра водителя Volkswagen и последующего столкновения автомобиль «Джили» отбросила на припаркованную Kia Optima. Ее, в свою очередь, отбросила вперед на автомобиль той же марки. В момент аварии владельцев ни в салонах этих машин, ни рядом не было. Эти машины, да, вообще стояли, хозяина даже нет, я не знаю почему. Они даже еще не знают, не видели, не приходили? Да, не приходили еще. То есть пока до них сюрприз будет? Да. Обоим автомобилистам пришлось дожидаться на месте не только автоинспекторов, но и владельцев разбитых машин. Впрочем, споров о том, кто прав, а кто виноват, не было. Водитель Volkswagen свою вину признал. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 36-летняя женщина пострадала в результате крупной аварии на улице Нурсултана Назарбаева. Там столкнулись 5 автомобилей. Водитель «Лады» 9-й модели во время перестроения на крайнюю левую полосу протаранил стоящую в ожидании разрешающего сигнала светофора Тойоту Короллу. Последнюю по принципу домино затем отбросила еще на 3 машины. Признает ли свою вину водитель «Лады», знает Алия Хайрудинова. Она пострадала, ее сейчас увезут в больницу для осмотра. Проблема с ногой, ударилась головой сильно. Пострадала 36-летняя женщина-водитель «Тойоты Королла». Именно в нее пришелся основной удар. Иномарка стояла на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора. «Лада» влетела в ее заднюю правую часть. Женщина тут же позвонила коллегам по работе и сообщила о случившемся. Машина при перестроении, то есть этот ряд весь стоял, она влетела, но сами видите, что снесла даже ее с дороги. Это с какой силой нужно будет ехать. «Тойоту» после мощного удара отбросила вперед, и она врезалась в стоящую впереди Део Нексия, которая, как бильярдный шар, отлетела в «Ладу» 14-й модели, а уже она, в свою очередь, влетела в «Черри». Водитель «девятки» отрицать своей вины не стал и рассказал, как и почему все произошло. Вы виновник, получается, аварии? Да. Вы не заметили, что ли, машину или думали успеть? Да, просто не заметил. Пострадавшую женщину госпитализировали. Тем временем на месте в случившемся разбирались сотрудники ГИБДД. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.